Добрый день! Вы смотрите программу «Акцент». В студии работаю я, журналист Елена Потоцкая. На днях Якутию посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. Сегодня мы беседуем с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Анатолием Семеновым. Добрый день, Анатолий Скалонович. Добрый день. Как развиваются инновационные и IT-компании в республике? Прокладка оптоволоконных линий, веление времени. Какова перспектива данного направления на сегодняшний день? Как зародилась идея «Цифровой наслед»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске программы «Акцент». Пожалуй, нашу беседу мы начнем с визита федерального министра. Какие вопросы решались, какие проекты намечены? Пожалуйста, расскажите. Хочу поблагодарить вас за то, что пригласили на вашу передачу, потому что наше министерство как раз курирует средства массовой информации, и одна из наших задач — быть доступным, прозрачным для всех, да, и поэтому за это огромное спасибо. Константин Юрьевич посетил Якутию одним из первых регионов вообще и Дальнего Востока, и России, потому что вы знаете, его тоже назначили совершенно недавно, где-то 2,5 месяца назад. И, конечно же, такие поездки в первую очередь важны, в том числе и для них, потому что они понимают, насколько огромная наша страна. Что касается связи, то Якутия — это, ну, скажем так, 3 миллиона квадратных километров. Это такой вызов для всех связистов, да, потому что, как вы знаете, мы за 5 с небольшим лет протянули 6 тысяч километров оптоволоконных линий, практически 63% населения получили широкополосный интернет. И мы помним прекрасно, как в 2011 году, да, в начале 2012 у нас был очень медленный интернет даже в городе Якутске, а сегодня мы имеем 4G, имеем широкополосный интернет и, соответственно, имеем доступ ко всем ресурсам, да, большой паутины. И эти вопросы как раз касались приезда, то есть у нас было совещание на уровне главы Республики Якутия Арсения Сергеевича Николаева, на которых мы обсуждали вопросы цифрового телевидения. Вы знаете, что у нас РТРС уже начали вещание первого мультиплекса, да, и до конца года они будут запускать уже второй мультиплекс. То есть наши наслега, наши деревни могут смотреть 20 федеральных телеканалов бесплатно, да, в HD качестве. Это была одна из первых вопросов. Второй вопрос: мы обсуждали как раз тему цифрового неравенства, тему развития цифровой экономики. То есть, да, как вы знаете, что полномочия прокладки интернета — это полномочия федерального центра. И, конечно, мы надеялись на то, чтобы, подняв эти вопросы решить. И я хочу сказать, что Константин Юрьевич наши многие чаяния и надежды поддержал. Да, что касается именно прокладки интернета, да, это еще порядка до 2024 года мы должны сделать подключить 84% населения, это где-то 249 наслегов, примерно оптоволокном 3000 километров мы должны еще сделать, это примерно где-то 3 с лишним миллиарда рублей еще должны потратить. Это не бюджетные деньги, то есть это деньги корпорации и федерального бюджета. Ну и, конечно же, вопросы отдельные у нас проекты — это, скажем так, цифровой город. В связи с этим я хотела вопрос этот коснуться. Цифровой наслед тоже интересный очень такой проект. Это ваша идея, да? Насколько я знаю, пожалуйста. Ну, эта идея родилась из разговора с нашим крупным вендором Ростелекомом, который является главным и единственным провайдером в части цифрового неравенства. Вы знаете, что они сейчас до конца 2019 года должны прийти в каждое поселение численностью от 250 до 500 человек. Да, это они на уровне Российской Федерации подписали этот договор, они сейчас его должны исполнить. Но, на мой взгляд, у нас есть еще более меньшие наслега. Я просто специально акцентировал это внимание, почему я поднял тему цифрового наслега, потому что сейчас, как вы же знаете прекрасно, что уровень жизни уже настолько у нас растет в том плане, что требования не просто там каким-то благам, то есть уже все хотят, чтобы в деревне был высокоскоростной интернет. Ну да. Поэтому, а какие механизмы для этого? Это, конечно же, вопрос,
Сейчас, вот, допустим, в этом году, вот, уже в августе месяце, оптоволокно придет с Унтары. Ну и как дальше оно будет развиваться? То есть, да, оно пойдет в Нюрбу. То есть в самом Мусе или в каких-то слегах? Он придет в районный центр. Потом пойдет в Нюрбу, пойдет в Верхневилюйск. Вилюйск. Да, как села тогда будут там? Вот, и поэтому я поставил вопрос на совещании, я как раз озвучил тему цифрового наследия. Чтобы мы как-то придумали вместе с Российской Федерацией вот эту совместную программу, в том числе с нашими провайдерами, с нашими компаниями, чтобы мы как-то нашли решение, да, заходить в небольшие наслега. Вот, допустим, я вчера был в Нижнем Бесняхе, Мегино-Кангалский улус из 31 наслега подключил 22. Это же прекрасно, что вот из 31 в 22 наслегах есть высокоскоростной интернет. Я разговаривал там с коллегами из Мегино-Кангалского улуса, они сейчас еще планируют подключить еще 6, по-моему. То есть, да, и уже практически приблизиться к 100%. Да. А сейчас оптоволокно в скольких улусах сейчас в данное время действует? Ну, по количеству улусов я сейчас сказать не могу. Ну, каких? Ну, у нас Нерюнга, Алданский район, это город Якутск, Алекма, Ленский район, Мирнинский район. То есть Мирный пришел в Мирный, Удачный, Айхал. Это у нас заречная группа районов, то есть это Мегино-Кангаласский, через Тампонский мы вышли на Аймикон, да, до Уснера дошла оптика. И у нас есть оптика, пошла и в Чураплинский район, ну, то есть заречная группа районов. Кангаласский улус, Намский. Вот, теперь и Сунтары. Горный район, да. Мы сейчас идем в Кобяй, в Сангар, так называемый Кобяйский экспресс. Да, и потом оттуда пойдем до Кызылсыра. То есть, в принципе, центральная Вилюйская группа улусов, у нас заречная группа улусов. И часть вот северных у нас подключена. Остальная, конечно, у нас пока сидит на спутнике. Ну и, естественно, вот развитие IT-технологий, вот, да. Можно, да, действительно ваш конек. Пожалуйста, расскажите об этом. Ну, наверное, да, вот вы знаете, сейчас очень много говорится. Вообще первый о цифровой экономике сказал Владимир Владимирович Путин на Питерском экономическом форуме в прошлом году. Он обозначил задачи, и в 204-м федеральном законе, вот, в указе, то есть в 204-м указе главы государства, да, так называемые майские указы, да, как раз сказано о цифровой экономике. Там уже поставлены четкие KPI, сколько там технологических компаний мы должны вырастить, сколько мы должны проинвестировать в венчурных инвестиций, как мы должны развивать те или иные отрасли, медицина, образование и прочее, прочее. И я хочу сказать, что как раз мы говорили о том, что цифровая экономика это отрасль, которая поддерживает другие отрасли в том числе. То есть это основа для роста технологического перехода других отраслей. А если говорить чисто про IT-компании, да, которых у нас уже разного уровня, больше 100 уже, да, там, в самом Якутске, допустим, да, у нас стоит задачи очень амбициозные. В этом году мы запускаем IT-парк. Это такой инкубатор для выращивания IT-компаний. Мы будем запускать акселерационную программу. Это где будет находиться? Ленина-1. Мы заключили соглашение, договор с Северо-Восточным федеральным университетом. Это наш совместный проект. Это, наверное, осенью, да? Да, мы запустим его в декабре. И будет создан НКО, который будет поддерживать эти стартапы. Да, и мы вот ставим себе в план, что мы должны в ближайшие 5-6 лет вырастить определенное количество компаний с определенной выручкой, там 2 миллиарда рублей мы поставили только внутри IT-парка. И мы должны там внести свой вклад в ВРП республики. То есть это выручка, это налоговые отчисления, это рабочие места. Ну вот такие компании, как Майтона, такие компании, как Индрайвер уже у всех на слуху. В Майтоне работает там 500 человек, они платят налоги, у них довольно неплохая выручка, да, они имеют офис не только в Якутске, и в Иваново, в Владивостоке. За рубежом в Сингапуре, да, и Индрайвер тоже растет. И за ним, кстати, идет довольно неплохая плеяда, и мы вот считаем, что наша задача создать условия для роста таких компаний, чтобы они оставались в Якутске, чтобы они были экспортно ориентированными. Это же экономика знаний.
То есть когда ты за счет своего собственного интеллекта производишь какой-то продукт программный, который продается по всему миру. Вы знаете, что рынок IT — это 3 миллиарда пользователей по всему миру, и где-то порядка 1,7 триллиона долларов рынок оценивается. Это огромный рынок, на который наши якутские компании нацелены. Я вот в своем выступлении сказал, что итогом вот проведения всех интернета, создания инфраструктуры мы должны к 2030 году вырастить своего единорога. А у меня потом спрашивают, что такое единорог. Единорог — это компания, ну это такая общепризнанная такая формулировка в Силиконовой долине, в Америке. Единорог — это компания с капитализацией больше миллиарда долларов. То есть это уже там, собственная Алроса. Действительно амбициозные Да, проекты. собственно Алроса, да, гораздо больше, чем Алроса, но в IT. То есть чтобы мы должны сделать существенный вклад в нашу ВРП, то есть мы должны уже от модели сырьевой экономики переходить к модели технологического производства. Я еще слышала, вот какие стартапы, вы говорите, там будут в IT-парке, да? Вот такие, Ну, разные. У нас есть компания в финтехе AEP IT, есть CenterWire, есть компания, называется Bergen Games, Andy Games. То есть очень много различных компаний, там, Replyo. Я тоже что-то слышала, что и школьные, да, там будут какие-то Да, проекты. есть у нас такой проект, мы его поддерживаем, это IT-школа Ларионова. Вы знаете, что дети первые отреагировали на изменения. Они активно сейчас обучаются дизайну, веб-дизайну, разработке, Да. программированию. И вот мы хотим масштабировать, мы поддерживаем эту IT-школу, Син Сергеевич поддерживает. Мы решили масштабировать их пока в 3 школах города Якутска, то есть взять франшизу и запустить, чтобы в обычных школах в компьютерном классе было как дополнительное образование, то есть дети могли записываться на эти курсы, да, дополнительно от обычной программы, и масштабировать ее на город и на всю республику. Спасибо, Анатолий Аскалонович, за очень интересную беседу. Спасибо за внимание. Это была программа «Акцент». До встречи.